Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Как обычно, сегодня несколько слов сначала об эпидемиологии. В республике лабораторно подтверждено 1455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки мы добавили 29 человек. При этом снова скажу, что 28 это вахтовые работающие и работники шахты. Всего под медицинским наблюдением в республике 1418 человек, выздоровело 816, за минувшие сутки мало выздоровели, всего 15 человек. Расскажу несколько слов о ситуации в Воркуте, поскольку там у нас, к сожалению, сегодня основной очаг, откуда мы получаем новые случаи. В связи с этим мы 2 дня назад провели оперативный штаб, дали поручение на этом оперативном штабе по санации очага. И сегодня я провел дополнительную ВКС с руководителем администрации Воркуты Игорем Валерьевичем Гурьевым. Обсудил еще раз текущую эпидемиологическую ситуацию. Ну и он отчитался о тех мерах, которые на штабе были поручены. Это дезинфекция общественных мест, подъездов и домашних очагов, где были выявлены заболевшие. Значит, мы продолжаем не просто такие телефонную курацию. Вчера рейсом санавиации в Воркуту были отправлены дополнительные средства индивидуальной защиты для врачей, для среднего персонала, медоборудование. Ну и, соответственно, обратным рейсом мы забрали 10 пациентов, которых нужно будет лечить уже в Коми-республиканской больнице в Сыктывкаре. Несмотря на то, что мы понимаем, что там под контролем ситуация, дополнительно разворачиваем койки, на которых мы будем лечить больных инфекцией ковидной. Профцентр для этого используем, и на сегодняшний день развернули уже там дополнительно 45 коек, а вообще в ближайшее время развернем 135 коек для того, чтобы быть готовыми к дополнительным новым случаям заболевания. Сегодня я провел встречу с генеральным директором ПАО МРСК «Северо-Запад» Артемом Юрьевичем Пидником. Обсуждали вопросы технологического подключения новых строящихся детских садов, школ. Это сегодня приоритетные вопросы. И еще раз акцентировал на том, что электрическое подключение этих объектов – это для нас крайне важно. И подключение само, и устойчивое энергоснабжение их. Артем Юрьевич заверил, что действительно компания понимает эти приоритеты и будет отвечать именно таким устойчивой работой и подключением первоочередным. Несколько слов расскажу еще о народном бюджете, о проекте народный бюджет, потому что сейчас как раз начинаются основные работы по благоустройству, работы по ремонту фасадов, сельских домов культур, школ, по замене окон в школах на современные окна. В общем, работа идет в полном разгаре. Напомню, что у нас в этом году мы вдвое увеличили субсидию на народный бюджет. И по деньгам это тоже очень весомо. В этом году на этот проект будет затрачено 124 миллиона рублей. Об аккредитации республиканской ветеринарной лаборатории долгое время сельхозпроизводители вынуждены были возить на аккредитацию своих продуктов вне республики. Значит, проведена была большая работа республиканской ветеринарной лабораторией, и практически с вчерашнего дня она возобновила свою работу, то есть вернули они себе аккредитацию на исследование продукции, и это значит, что сейчас вся продукция будет проходить исследования в республике. Это очень важно, во-первых, потому что это своя лаборатория, мы, естественно, ей доверяем, но, во-вторых, это затраты сельхозпроизводителей, которые будут уже меньше значительно на исследование продукции. На сегодняшний день это все новости. Уважаемые жители, я еще раз напоминаю о том, что нужно беречь друг друга, соблюдать требования безопасности. Будьте здоровы, до завтра.